Всем привет! Меня зовут Захарова Александра. Мы сегодня находимся в гостях у нас в студии Солосчан. Я графический дизайнер. Сегодня я расскажу о нашем деле. В нашей студии в данный момент работает нас 4. Нас мало, но мы в тельняшках. Я хочу познакомиться со своими коллегами. Евгения Константинова, Зинаида Эверстова, замечательные дизайнеры, художники, иллюстраторы, специалисты на все руки, специалисты по полиграфии, специалисты по традиционному рисунку. Пальцев на руках не хватит, чтобы обозначить все, чем девчонки могут заниматься. Мы в целом в студии не ограничиваемся тем, что у нас каждый человек занят в узкой специальности. Мы стараемся быть более универсальными, но каждый, конечно, выбирает себе более узкую специальность, в котором ему интереснее работать. Саша, расскажи, пожалуйста, как начался твой путь как графического дизайнера? Я в школе еще училась и открывала Paint, но он меня немножко интересовал. Я там что-то рисовала. Постепенно у меня сестра старшая занималась танцами. И когда занимаешься каким-то любым видом деятельности, мероприятия организовываешь, и ей понадобилось, чтобы как-то была отображена информация о месте проведения, времени проведения мероприятия. И я там в том же Paint вообще очень элементарно что-то собирала. Это еще в школе было совсем. Потом стала открывать для себя Corel. То есть постепенно там один за другим графические редакторы для меня открывались. И основное, наверное, было в университете. Я стала активисткой. И тоже тут совет все время мероприятия проводил, и им нужны были какие-то афиши, чтобы это все оформлено было в более-менее приемлемом виде. И, в общем, стала еще больше делать афиши, они стали еще чуть-чуть лучше, на них уже можно было смотреть, не испытывая стыда. И потом я поняла, что мне это очень интересно. И когда в магистратуре училась, по основной своей специальности я прошла курсы переквалификации, и подумала, что вряд ли я буду работать по специальности. Это вторая дополнительная, она более интересная, и решила попробовать работать дизайнером. Все еще пробую ее. Уже не пробую, уже работаю. В школе там чуть-чуть старше стала, от того, что скучно, дома нечего делать, я начала в журналах вырезать картинки интересные, собирать их заново, собирать их так, как мне нравится. И потом еще фотографировать стала, когда в семье появился первый цифровой фотоаппарат. Там все кнопки натыкала, все что-то там еще непонятно написано, что это такое. Мы же не знали этого всего, у нас никто в семье не фотограф. И я постепенно стала фотографировать подружек, когда мы там собирались после школы, красили губы помадой и там наряжались в мамину одежду, фоткались. И эти такие шаги я сейчас понимаю, что это тогда было такой подводящей историей к тому, чем я сейчас занимаюсь, а тогда это в моменте казалось просто, эксперимент. Прикольно, весело, не скучно. А сейчас отдаю себе отчет, что это оттуда там закладывалось, в общем, фундамент. Так вот. А как началась твоя история со студией Солосчан? Я приехала в Якутск после того, как закончила университет, и стала искать работу. И написала везде, где могла найти что-то связанное с дизайном. И тогда существовала студия, точнее, творческая платформа «Пространство». И я увидела, что там было знакомство с командой, и что там есть отдел дизайна, что там есть некий Ростислав Павлов, что он главный дизайнер. И я написала даже, без расчета, что там не было вакансий открытых, Я написала, мне где-то через неделю просто ответил, приходите, давайте познакомимся. Пришла, познакомилась, говорит, давай, будем работать. Какими навыками должен обладать современный дизайнер? Тягой к знаниям, наверное. То есть
Это, наверное, характерно не только для дизайнеров, в целом для молодых специалистов, которые сейчас работают в любой сфере, любой креативной сфере. Да? Это тяга к новым знаниям, к расширению своего кругозора. Для дизайнера очень важно иметь широкий кругозор, потому что к тебе приходят люди, заказчики, они занимаются абсолютно разными видами и сферами деятельности, они абсолютно у всех разный бэкграунд, разный опыт, разная история. В нашей профессии важно вот эту вот составляющую внутреннюю вытащить наружу, показать ее визуально и как-то интерпретировать так, чтобы это было интересно разглядывать. И для этого надо иметь очень широкий кругозор постепенно и постоянно его расширять. Для дизайнера очень важно работать с материалами, с физическими, знать, как себя поведет то, как себя поведет там дерево, можно ли вот это сделать там в металле. Да? Я бы выделила основное это вот расширение кругозора как самый основной навык и тяга к новым знаниям. Ну, то есть это также не ограничиваться какими-то там 3 программами, 3 пакетами, а все время открывать для себя новое. Ну, расширение кругозора случается как это не форсирующее какое-то явление. В целом начинаешь работать с новым проектом, он кардинально отличается от того, чем ты в прошлый раз занимался, например. Ну и тебе нужно понять, как устроен процесс, вот, характерный для нового проекта. И ты начинаешь изучать, гуглить там, просто элементарно саму физику процесса или историю появления какой-то вещи, какого-то явления. Ну и поэтому эта профессия, мне кажется, интересной, поэтому она заставляет так не сидеть на месте. Вот ваши заказчики — это известные якутские бренды, и многие из них обладают такой большой историей. И когда вы работаете над фирменным стилем какой-то компании, как вообще вот сам этот процесс происходит? Мы ко всем заказам относимся с максимальным погружением в глубину процесса этого. Неважно, там у вас 20-летний опыт работы уже в сфере, да, в какой-либо, либо вы там стартап начинающий, такого нету. Мы стараемся ко всем найти вот этот индивидуальный подход. Сложно выделить какую-то самую глубокую историю, потому что она во всех историях глубина погружения разная, но она у некоторых бывает там просто прямая, да, а в каких-то там типа вот так вот, и ты такой мотает типа как будто бы из стороны в сторону. Например, у вас есть кейс, вы делали фирменный стиль для молочного дождика, у которого уже почти 100-летняя история, да? 90 лет. 90 лет. Да. Этот был заказ интересный с точки зрения, что у нас немножко подход тогда изменился. Мы съездили тогда на дизайн-выходные в Суздаль, и когда вернулись оттуда, вернулись все уже другими, потому что это мероприятие, которое проводится бесплатно для абсолютно всех желающих. Ну, конечно, там собираются специалисты, конкретно дизайн-сообщества, и оно охватывает всю Россию. Ну, вот мы были единственные, кто приехал настолько издалека. Конечно, там, кто же находится в центральной России, им проще туда, на поезде добраться, там, ну и, конечно, дешевле. Вот. А мы очень спонтанно собрались, подорвались как-то. У нас такая была первое наше авантюрное путешествие. И там по разным направлениям делится конференция. И мы все, как специалисты, разделились по разным направлениям, и каждый пошел воспринимать информацию, перерабатывать ее и там, соответственно, по-другому ее интерпретировать. Это было интересно, потому что, ты же не можешь сам разорваться, да, везде, а после мы как бы друг друга понемножку, просвещали, да. Вот мы вернулись оттуда и к молочному дождику, вот в целом к этой истории поменяли подход и сделали его более объемным, более глубоким, придумали всю историю, то есть как-то развили историю про молочную страну, вот как внедрить упаковку в эту всю историю, как внедрить персонажей туда. И, в общем, это было очень интересно, потому что мы до этого немножко по-другому работали, а тут вот поменялся подход. Просто я помню эти вообще старые упаковки еще, там зеленые вот эти вот пачки с коровой, красной, синей. Да, они были классные. Потом уже появились эти летающие коровы, потом появилась вот эта легенда про молочную страну и персонажей. Ну вот у ребят там есть музей молока,
И там стоят старые упаковки, вот те, которые были самые первые, они вообще какие-то прям очень классные. Я их с детства помню, голубую упаковку 2,5%. А вообще, для людей, которые не понимают, как строится этот процесс, ты можешь рассказать вообще, как происходит работа над фирменным стилем? И вообще, что такое фирменный стиль? Компаниям, которые вот выходят на рынок, которые заявляют о себе, о своем продукте, они необходим фирменный стиль для того, чтобы структурировать вот то, как они выглядят, то, как они себя репрезентуют. Это фирменный стиль, простыми очень словами, это набор основных стилеобразующих элементов, состоящий из логотипа, фирменных цветов, шрифтов, фирменный паттерн для этого всего дела разрабатывается. И все это собирается в брендбук. И это упрощает работу для подрядчиков, кто в дальнейшем работает с компанией. И в целом упрощает, наверное, работу отдела по внешним связям, отделу маркетинга. В студии «Слущан» какими направлениями дизайна вы занимаетесь? В основном это графический дизайн, и наша основная специализация это брендинг, создание логотипов, соответственно, фирменных стилей. Мы также занимаемся, я все время отмечаю, что наша студия единственная, которая занимается в Якутске разработкой шрифтов. Мне где-то в 2019 году это направление стало интересным, и я в него углубилась, но сейчас оно пока так развивается в свободное время. Свободного времени не так много. И этим направлением мы все равно занимаемся, очень гордимся тем, что у нас оно есть. Мы активно развивались в сторону архитектуры, но у нас, к сожалению, архитектор сейчас переехал в другой город, поэтому это направление сейчас мы оставили. Но мы все равно поддерживаем возможные какие-то взаимодействия с архитекторами, с сторонними или с друзьями с нашими. Всегда открыты, рады этому. В целом это очень интересно. У нас очень сильное направление по иллюстрации. У нас замечательные иллюстраторы у нас работают. Начали работать с мерчем. В этом году запустили свой. И там тоже, наверное, это уже скорее продукт, не направление. Я бы выделила такие. Мы выделили как-то столпы якутской культуры и внедрили их в футболки. Футболки получились 3 цветов. Это белые, бежевые и черные. И они олицетворяли собой 3 мира, в якутской культуре. Это верхний мир, средний мир и нижний мир. И собрали это все. Собрали все миры на одной иллюстрации, на принте сзади, он везде одинаковый, на всех футболках. И получается у нас верхний, потом срединный наш мир и нижний мир. И на каждой футболке, соответственно, свой есть символ. В среднем мире это сардана, наш цветок. И в нижнем мире это чертик, абажи. А в верхнем мире это было облако, но я не смогу показать, потому что верхний мир пользуется большим спросом. Этот шрифт — это реконструкция шрифта из букваря 1929 года. Там было дело в том, что когда Семен Андреевич ввел этот алфавит, начали, и создали первый букварь, то не было в типографии шрифтов металлических литер для того, чтобы отпечатать букварь, поэтому пришлось обходиться тем, что есть. Там поэтому в самых первых изданиях, до 2020 года, по-моему, они немножко иначе выглядят. А уже к 29 году, после того, как уже время прошло какое-то, создали шрифт, отлили металлические буквы и уже собрали красивый букварь. И мы именно оттуда сделали репродукцию шрифта, потому что он такой весь такой красивый. В целом история с нашим мерчем, она связана с тем, что мы очень давно хотели, точнее, когда выезжали куда-то ездили, на те же дизайн-выходные, нечего было с собой взять. У нас были только смешные такие девочки-магнитики. Они симпатичные очень, не спорю, они очень классные, но в общем, нашу боль получилось закрыть только нам самим.
И мы это сделали в этом году. Сделали набор, серию открыток, собрали пословицы, сначала якутские, потом наши иллюстраторы создали соответствующие пословицы, иллюстрации, и вот в поддержку шрифта Новгородова набрали этим шрифтом здесь сами пословицы и отправили на печать. Но мне показалось, что самих открыток мало, поэтому мы каждую открытку, мало того, что нарисовали иллюстрацию, мы ее заанимировали, и на каждой открытке есть QR-код, который ведет на сайт. И на сайте картинка, она из статичной становится динамичной. Такая небольшая легкая анимация, ненавязчивая. И нам показалось, что в таком виде нашу якутскую культуру можно нести туда, за пределы республики, и при этом все равно в республике сохранять, в самом таком ее красивом виде. Как раз мы к этому подошли, то что многие ваши работы, они вообще вдохновлены якутской культурой и искусством, да? И думаешь ли ты, что именно это является вашим отличием от других дизайн-студий? Я бы сказала, что просто нам самим интересна якутская культура и погружение. Это же наше наследие, это наш культурный код. Он у нас, мы рождаемся, и он у нас уже в крови есть. Когда я стала работать уже непосредственно, мне стало это интересно. Мне стала интересна наша культура, в целом наши обычаи, наши традиции, почему так. Саша, расскажи, что мы сейчас с тобой будем делать. Мы сейчас попробуем нарисовать пару эскизных вариантов логотипа инсайдеров. В силу того, что я в основном занимаюсь шрифтами, то логотипы мы будем накидывать шрифтовые. И в целом расскажу немного, как строится процесс. Начнем. Я бы выделила, например, слово «in». Получается, что это внутри, и сайдеры уже было бы дополнительно. Допустим, можно накидать что-то, вытянутую композицию с буквами. И мне бы хотелось, чтобы концепция самой нашей программы как-то читалась. То, что это о профессиях. Можно заложить вариант, в котором делаем лабиринт, потому что выбор профессии похож чем-то на лабиринт. В целом разобраться во взрослой жизни, чем ты хочешь в дальнейшем заниматься, это та еще задача. То есть, допустим, ее немного сложно читать, но если приноровиться, то все хорошо видно и... это же, знаешь, он лаконичный. То есть такой один знак, да, если все вместе. Небольшое слово, у меня даже не вместилось. И как-то мы это закрепляем в рамку. У нас здесь дополнительное место осталось, можно еще буквы растянуть, чтобы добавить такой игры какой-то. А есть какие-то определенные правила при построении логотипа? В дизайне вообще никаких правил нет, и все на самом деле, кто говорит и пишет о том, что какие-то правила есть, на самом деле это условности, это шрифтовой логотип. Еще сейчас очень активно развивается формат живой идентики и вариативных логотипов. То есть, допустим, когда у нас основная часть, допустим, инсайдера остается шаблонной такой, но вы, допустим, можете все время менять цвета или, допустим, или в каких-то мероприятиях сделать N короткую, да, а И растянуть, допустим. То есть, когда это все адаптируется под... рыба остается одна, но при этом какие-то элементы, они меняются. Да, меняется. Или, допустим, вы на Новый год вы краткую можете сюда поставить елочную игрушку. Какие-то... Или превратить это, допустим, в лицо человечка, да? Лицо человечка, а на 8 марта, например, поставить цветочек. Классно получилось, кстати. В 2020 году нам пришла безумная мысль поехать в заброшенный город Кадыкчан. Он находится в Магаданской области. Мы тогда проехали с Якутска до Магадана. И с Магадана проехали уже обратно, остановились в Кадыкчане. И у нас была такая авантюрный трип
Потому что мы поехали на машине, нас поехало 3 девчонки, 2 парня, и мы были не очень хорошо друг с другом знакомы. В смысле, мы просто работали какое-то время вместе, не было как-то, мы не глубокие там друзья. И в целом большая авантюра такая, потом еще жить неделю в заброшенном городе. И мы, конечно, после этого вернулись с другими абсолютно людьми, но это было очень полезно, потому что это был супер тимбилдинг. 3 недели в самом близком контакте находиться с коллегами, это, самый лучший тимбилдинг. И когда мы находились в Кадыкчане, мы решили, что хотим этот объект, это место снова заселить, потому что он находится в заброшенном состоянии с конца 90-х. И мы сделали небольшой арт-проект. На фасадах зданий, на фасадах домов мы оставили силуэты жителей. Сложно сказать, это жители бывшие или это жители новые. Мы интерпретируем, что поселок снова не такой пустой, что он снова живет своей жизнью, что люди снова там ходят на работу, встречают свою любовь, гуляют с собакой, дети играют. И оставили такой след. И после того, как мы это сделали, мы все равно очень долгое время там находились, просто гуляли, просто смотрели, просто ходили по зданиям. И в здании Кадыкчанской школы нашли очень классные советские плакаты. Они находились в супер состоянии, но видно было, что в здании постарались мародеры, и мы посчитали, что надо плакаты с собой забрать, потому что если мы их там оставим, их ждет не очень светлая участь. Либо они окажутся сожжены, либо они окажутся просто испорчены. И мы забрали оттуда советские плакаты из школы и сделали такую выставку. Выставку мы открыли 1 сентября. И эти плакаты, они носят уникальный тематический характер. Это либо летние каникулы, либо это в зоопарке, либо плакаты с кабинета английского языка. Очень классные иллюстрации, они очень ламповые, теплые. Мы хотели это показать всем, показать какое детство, чтобы кто-то может быть, вспомнил, какое у него было детство, потому что плакаты типовые, тогда, мне кажется, у многих такие в школах висели. Хочу поделиться подборкой книг, которые я использую в непосредственно профессиональной деятельности или на которые ориентируюсь, равняюсь, вдохновляюсь, смотрю и люблю. И первое будет такой сборник потрясающий с фестиваля «Типомания» 2020 года. Это фестиваль фестиваль шрифтовой, то есть это фестиваль, на котором показывают, рассказывают все про шрифты. И мы в 2020 году отправляли свою работу, она тогда попала в шорт-лист. А так в самом этом сборнике идет сборник шрифтов и визуальных сопутствующих элементов, картинок, иллюстраций. И мне кажется, эта книга, сборник, он расширяет представление людей о том, как можно со шрифтом работать, и это очень потрясающе, как взаимодействовать шрифт и графику. Здесь собраны 50 шрифтов из обзоров журнала «Шрифт». Книга сверстана просто потрясающе, в нее просто смотреть одно удовольствие и заглядение. В основном используем ее непосредственно в нашей профессиональной деятельности. Когда работаем либо с версткой книг, либо с версткой журналов, она очень хорошо помогает. Следующая книга – это «Художественное конструирование и проектирование, моделирование промышленных изделий». Очень интересно написано о том, как были созданы какие-то элементы быта. На эти вещи начинаешь по-другому смотреть и понимаешь, почему стул выглядит именно так, и почему то кресло, оно на самом деле именно такое, почему у него такая спинка, и там очень хорошо построена причинно-следственная связь, и логически все очень классно объясняется. И теперь перейдем к 2 книгам, которые мы непосредственно в нашей деятельности используем. Это сборник Серышевского, называется «Якуты». Очень много написано про нашу якутскую культуру, и тоже написано нестандартно. Может быть, книга спорная, потому что некоторые к ней по-разному относятся, но ее в любом случае стоит прочесть хотя бы раз, чтобы эти все вещи узнать.
она разделена на разные темы, и достаточно все просто написано, классно. Обязательно все посмотрите, почитайте хотя бы чуть-чуть, хотя бы какой-то один из разделов. Вот. Ну и золото нашей коллекции — это книга, называется «Орнаментальное искусство якутов» автора Улы Йоханссон. Безумно помогает каждый день. Здесь представлены якутские орнаменты, и очень хорошо написано, почему в этом завитке именно 9 кружочков, почему в этом орнаменте используются именно ромбики, почему мы работаем с такой геометрией. И это золото, а не книга. Вот. Александра, поздравляем! Теперь вы читатель смарт-библиотеки. Этот читательский билет дает вам возможность посещать все наши мероприятия бесплатно, а также брать 5 книг на 2 недели. Ну, часто встречается такой термин, как насмотренность. Что это вообще такое и как ее тренировать? Я насмотренность интерпретирую по-другому. Мне кажется, стоит к этому относиться как к расширению кругозора. И это касается вот не только визуальной насмотренности, это касается еще, просто познания мира, его созидания, его изучения. И мы в сфере своей деятельности все время сталкиваемся же с разными проектами. Это может быть что-то связанное с высокими технологиями, либо IT, потом это может быть даже салон одежды, в смысле магазин одежды какой-то, ритейл, да. Это может быть что-то связанное с кино или с национальной культурой. И в силу того, что все проекты разные, и сферы деятельности разные, ты каждый раз погружаешься, конечно, не глубоко, но насколько это возможно для того, чтобы создать, выполнить свою задачу. И поэтому ты каждый раз узнаешь что-то новое. И в целом иметь широкий кругозор — это для любого человека полезно. Но для дизайнера это крайне полезно. И поэтому нужно всегда быть открытым к новым знаниям. И даже если ты считаешь, что тебе это в жизни никак не пригодится, никто не знает наверняка, пригодится ли или не пригодится. Вот, поэтому это касается в том числе и насмотренности, визуальной. Визуальную насмотренность, мне кажется, можно тренировать только, как я сказала, увеличением кругозора. Это обычно все интерпретируют тренировать визуальную насмотренность — это через просмотр кучи смешных картинок, не смешных, а стильных картинок. Допустим, в интернете, Pinterest, там и все остальное. Надо копать глубже. Вот как ты сказала, фильмы, документальные фильмы, искусство, выставки, походы в музей, походы в театр. Потому что ты не знаешь, где именно на тебя найдет вдохновение. Идет, да, конечно. Ты, может быть, придешь на ту же выставку и встретишь то, что как раз тебе сейчас, нужно или что актуально для твоего текущего проекта. И поэтому, ходить везде, все смотреть, все щупать, все трогать, все познавать. Как ты думаешь, в чем миссия вашей дизайн-студии Солушчан? Наша миссия — сделать этот мир лучше. Теми способами, теми возможностями, которые у нас есть, с помощью тех инструментов, которыми мы обладаем. Что касается графики, графических каких-то визуальных возможностей. Но в целом, чем можем помочь, тем стараемся помогать делать этот мир лучше. Как ты относишься к нейросетям, и не боишься ли ты, что в будущем нейросети заменят художников, дизайнеров? Я буквально вчера смотрела лекцию одного российского дизайнера, очень известного, который задавался тем же вопросом, и в целом у него весь посыл был в том, заменят ли нейросети человека. И он сформулировал ответ так, что я вообще в восторге осталась. Он сказал, что да, нейросети, возможно, заменят человека, но только в том случае, если у них будет сердце. А это физически невозможно. Поэтому, мне кажется, это возможно в каком-то очень далеком будущем, когда и в целом вообще, устройство мира, возможно, уже будет другое. А сейчас они предназначены для того, это инструмент, которым мы пользуемся, которым
могут пользоваться, не только дизайнеры, огромное количество применений есть у этого дела, и оно облегчает жизнь в каких-то моментах, ускоряет процесс работы, но, конечно, до замены там еще глубоко, очень далеко, потому что человек, он когда делает свое дело, он туда свою душу вкладывает, особенно когда он это дело любит. Поэтому я не верю, что они заменят нас В будущем. в будущем, каком-то далеком, возможно. Сейчас нет. На любых курсах, какие вы посчитаете нужными или возможными, можно пользоваться бесплатными ресурсами, их достаточно, их хватает, их очень много. Можно пойти учиться непосредственно на вышку, для этого тоже возможности есть. Если говорить про Якутск, то это как минимум АГИКИА, точно знаю, у них кафедра дизайна есть, и она, у нас есть ребята работают в студии, которые закончили кафедру дизайна. Можно подаваться куда-то в другие центры вуза, там тоже хватает возможностей. Зависит от его навыка и возможностей. Можете зарабатывать немного, можете зарабатывать много. Зарабатывайте столько, сколько вам нужно. Мне нравится возможность общаться, знакомиться с новыми людьми. Мне нравится, что я могу чем-то помочь. Мне нравится видеть результат своей работы, когда я вижу новую вывеску, которую мы сделали, когда я вижу книгу, которая напечатана по нашему дизайну, сверстана, где мы верстали макет. Когда я трогаю то, что мы сделали на компьютере, я преисполнена самых счастливых и лучших эмоций. И это самое ценное. Мне не нравятся те понятия, которые присутствуют абсолютно в любой профессии. Опять же, это касается сроков, например, это касается каких-то правок. Но это непосредственная часть нашей жизни, надо просто к ней проще относиться. Вот и все. Сроки точно так же, как у дизайнера, есть и у писателя или у врача даже, потому что у врача, помимо того, что он там оперирует, ему необходимо отчеты сдавать и прочее, и поэтому этих моментов хватает везде, и без этого бы работа не была работой, она была бы каким-то бесконечным хобби, а хобби должно оставаться хобби, работа должна оставаться работой. Самый полезный и ценный совет для начинающих дизайнеров – это иметь широкий кругозор, а если он узкий, то его расширять, потому что это самое важное и самое ценное. Ходите на выставки, смотрите фильмы, смотрите документальные фильмы, смотрите фильмы исторические, знаете, учите историю мира, историю государства, историю нашей республики, нашу культуру. Опять же, на выставки, в театр ходите, маму с собой в театр возьмите, это очень полезно, укрепит ваши отношения с семьей, это тоже очень важно. И любите с теплотой, относитесь к своему делу. Вот и все. С вами была я, Александра Захарова, графический дизайнер студии Soulschan и проект «Инсайдеры» библиотеки Smart. Всем большое спасибо. И мы сняли That's a Wrap. Ура!